Без малого 60 лет вместе Анна Федоровна и Владимир Федорович Браун. Супруги называют себя богатыми. Они вырастили 3 дочерей, выненчили внуков и правнуков, а совсем недавно у них появилась правнучка. Взаимопонимание и умение идти на уступки – это, по мнению мужа и жены, главный секрет счастливой семейной жизни. И Анна Федоровна, и Владимир Федорович, они понимают друг друга. А семья – это понимание. Это даже где-то чего-то. И главное, женщина, она же умная, правильно же? Вот. Она же, как ни крути, мужчина голова, да? А шея – это женщина. Как повернет, так и будет. Она потихонечку все равно гнет свою линию. Но Владимир Федорович прекрасно понимает. И они, как говорят, за столько времени супружеской жизни, они понимают уже с полуслова друг друга. Анна Федоровна и Владимир Федорович без дела не сидят. Во-первых, супруги являются активными членами районного совета ветеранов, а год 80-летия Великой Победы богат на события и встречи. А во-вторых, не привыкли, да и дома заботы находятся всегда. Страстью Анны Федоровны остается цветоводство. Ой, я люблю цветы. Вот, люблю, развожу как могу, ухаживаю как могу. И на балконе летом. И дочки прошлый год у них на тамараке садила, но сейчас, говорю, нет, в этом году я уже не буду, силы нет. У меня поясница, говорю, болит. Садом на подоконнике Анна Федоровна занимается для души. А ранее масштабы земледелия были совсем иными. Огород кормил всю большую семью. Конечно, мы дачу держали, дом около церкви, там у нас дом покупали мы большой, 13 ведер картошки садили с ним. Не с ним, а дети помогали вообще. Огород. Сейчас у него участочек, там гараж, он любит в гараж ходить, и там себе разработала, я не хожу уже, все. Он занимается, картошку садит там сам, выкапывает сам. С наступлением тепла в свою стихию погрузится и глава семьи. Охотой и рыбалкой Владимир Федорович увлекается с детства. Вот летом я вот только так занимаюсь, больше в гараже нахожусь или на природу, как хорошая погода, на природу езжу. Там то порыбачу, сети иногда ставлю, так, пока ноги ходят, вот, шевелюсь еще. Тут осенью только, весной я редко на охоту езжу, потому что холодно еще. Сейчас боюсь, простыть боюсь. А вот осенью езжу, у меня там зимовье стоит на озере, на Якоките. На Якоките речка, там озеро, я туда все. Там эти охотников много собираются. Охотиться и рыбачить Владимир Федорович начал с 12 лет. Его семья тогда проживала в Устьянском районе. В северный уголок были эвакуированы жители Ленинградской области после прорыва блокады. А раннее детство нашего собеседника прошло в деревне Янино. Вот это запомнил хорошо, потому что бомбили как раз звуки такие, как стреляли. И зенитка это у нас стояла во дворе, тоже стреляли. А интересно же, как гром, например, гремит. И вот я интересовался все время. Но меня солдаты эти отгоняли, конечно. Что пацан там. И вот после этого вот где-то они осенью бомбили. А в марте месяце потом нас стали вывозить с деревень всех. Там с детьми выселяли, короче, всех. И вот на полуторку грузили. Ночью как раз, я помню хорошо, потому что спать хотелось. Ну, а тут пришлось эвакуировать всех. И вот одели нас вообще, все оделись. Одежу тоже нельзя было ничего брать с собой. Я вот это помню хорошо. Ни чемоданы, ничего. Вот только что узелок там, что вот это возьмешь и все. Потому что машина-то маленькая, все не влазят, и груз нельзя было возить. Все так оставили. И вот поехали, через Ладожское озеро ехали, ночью темно. Это я тоже так слышу, что машины идут. Но без фар шли машины. Бомбили, это тоже бомбы, самолеты летали. И там зенитка еще какая-то стояла там, где-то на той стороне озера этого Ладожского. Бомбили. Но проехали ничего. Но много машин. Там говорили потом, рассказывали, что под лед уходили с людьми вместе.
А мы как-то проехали. Ну, короче, дядя вот, отца, брат отца, он впереди шел, потому что шофер не видит же, куда ехать. Вот это я тоже запомнил. Он впереди шел, а машина без фар ехала. И вот шофер за ним ехал, и так проехали. До железной дороги. Об эвакуации у Владимира Федоровича остались яркие воспоминания, а осадный быт он почти не помнит. Ему исполнилось всего 5 лет, когда был совершен прорыв блокады. Впоследствии о той поре рассказывали старший брат и мама. Но она рассказывала, что у них во дворе стояла зенитка. И их обязали кормить этих солдат, ну, которые обслуживали зенитку. Вот. Ну, еще что. Когда стали их как немцев, они же как немцы, Екатерина II завезла их предков, и их выслали с Ленинграда. Когда дорога жизни открылась в 43-м году или в 43-м, их вывезли. Короче, детей отбирали, она спрятала их, говорит, отбирали, на барже садили, как немец начинает бомбить, и все, ничего. Она спрятала их, говорит, и проверяли по машинам, но мы, говорит, тихо, молчать. И вот так она их спасла. Когда пришлось покидать дом, Владимир Федорович в силу возраста еще не мог понимать эмоции, испытываемые взрослыми. Но первые в своей жизни путешествия он и сегодня помнит в деталях. Их семье, как потомственным немцам, предстояло отправиться за полярный круг. Где-то на станции на какой-то нас посадили в эти вагоны. Там уже я еще хорошо помню, светло стало, а то темно ехали. Светло. И вот вагоны эти товарные, вагоны такие без окон, без всего. И на полу сено было, помню, настелено. А мы, дети, интересно, на сене на этом валялись там внизу. А взрослые так сидели. И вот ехали на поезде. Долго мы ехали. Короче, с марта месяца мы ехали где-то месяца 3, однако, до станции Усть-Кут, это Лена. Вот. Я потом уже говорил, что это река Лена. А потом на Лену пересадили на баржу. И на барже мы плыли по Лене до Тикси. Тоже где-то месяца 3, однако, там. До Тикси. А с Тикси уже на 800 километров там ледокол. Пересадили нас на ледокол. Тоже интересно мне показалось. Пароход такой высокий, нос здоровый. И нас на носу там посадили. Лебедкой поднимали всех людей. Да. И вот это на носу сидели. Вот он шел, как-то интересно было. Лед ломается под ним. 800 километров до Нижнеянска нас довезли. И там потом высадили на пустой берег. Ни поселка, ничего не было, там ничего. Семьями, вот все семьи. Вот что у нас с Ленинграда вот были там, вот, где-то семей 10, однако. Крупный поселок на берегу Яны возник лишь в середине 50-х годов прошлого века. А в 43-м переселенцам предстояло обживаться в прямом смысле на пустом месте. Палатку потом поставили, эту 20-местную, посередке кол. И она 20 мест. 10 семей вместились, нары там сделали. Вот на нарах все сидели там, ночью спали. Света не было ничего. Лучины жгли, я помню, еще пальцы все себя обжег. Ну, пацану интересно лучину поджигать. Бочку, печку поставили такую. И вот топили. Всю ночь топили, чтобы не замерзнуть. В палатке замерзнуть, зимовали. Хоть там и небольшие морозы были, там градусов 30 больше зимой не бывает. Но пурга такая, как задует, на всю неделю ничего не видно. Там метр 3, однако, высотой ничего не видно. Снег в глаза летит. Никуда идти, ничего не видно было. И вот мы зиму там перезимовали. Бабушка с нами была. Хорошо помню, она полная такая была, грузная. Все сидела, никуда не уходила. И она не выжила. Вот она к весне умерла. Но от расстройства видно. А так-то не с голоду, ничего, просто от расстройства. И вот мы там вот перезимовали, а на лето уже стали себе эти землянки строить, дерном. Облаживали
с жердей поставили, жерди такой каркас сделали, жердей, дерном облаживали. И вот потом колхоз назывался. Это рыболовецкий колхоз был. Там взрослые занимались рыболовецтвом, рыбу сдавали в колхоз в этот, отоваривали их мукой только. Больше ничем не отоваривали. Деньги не давали, мукой. Да там и деньги-то куда? Магазинов не было, ничего не было. И вот на одной муке выжили рыба, мука. И вот охотой занимались. Вот. Зимой куропаток ловили, петли ставили. Не вода выдали им. И вот взрослые рыбачили, рыбу сдавали в колхоз. Там засолка была, бочки эти. Отец у нас работал бондарем, он бочки эти делал. И засаливали рыбу. Женщины засаливали рыбу, а взрослые мужики ловили рыбу. Вот так вот жили. И вот это мы до 50-го года в колхозе в этом жили. Я потом в школу уже пошел. 2 километра пристань была от колхоза. Я в школу ходил туда. С 9 лет пошел я в школу, потому что я еще на коньках любил кататься, искупался зимой. И воспаление легких прихватил. Всю зиму проболел, одну зиму проболел. И с 8 лет не пришлось мне идти в школу. Вот, видимо, судьба все-таки жить. Там катался 9-летним он и провалился, и заболел сильно. Неделю болел. И только одна, кто она? Литовка дала, говорит, вот такую какую-то пилюлю. Смотрите, говорит, на 2 раза разделите. Это все свекровь говорила. Говорит, если будет, мальчишка откроет глаза утром, то будет жить. Нет, значит, все. И вот они сидели всю ночь ждали. И он открыл глаза, и вот тут 86 лет человеку. Хорошо запомнилась Владимиру Федоровичу весна 45-го года, когда закончилась война. Охватившая всех от мала до велика радость тогда была всеобъемлющей и безграничной. А потом война-то уже кончилась, когда в 45-м году. Война кончилась, помню тоже хорошо, сабантуй делали там, ну, как в колхозе в этом. И вот там брашку мужики поставили, брашку себе, и вот гуляли. И вот, но нас, пацанов, тоже туда пригласили, мы тоже там что-то сладости там давали. Я это запомнил, что победа была, конец войны. И вот мы потом еще в колхозе в этом прожили до 50-го года. А потом отца комиссовали, и это брат тоже у меня тоже старше меня на 14 лет. Не, на 11 лет старше меня был. Он тоже рыбу ловил. И потом их комиссовали как-то, но по состоянию здоровья. Отец-то по состоянию здоровья, у него ноги стали опухать. Его комиссовали, а Федю тоже что-то... У него порок сердца у брата было. Ему тоже нельзя было в воде возиться долго, рыбу ловить. Комиссовали и нас на пристань. Мы переехали на пристань 2 километра. Там уже устроился... Брат устроился на электростанцию. Не на электростанцию, а это радиостанция была. Радиостанция там мотористом. А отец на конный двор пошел. Он как с лошадями умел заниматься. Он и в Ленинграде там с лошадями все. На конный двор конюхом. Там на пристани большая конюшня была, лошадей навалом. И я потом вырос, когда уже лет 10 мне было, я пастухом там лошадей пас, уже работать стал. И вот мы там уже лучше стали жить, там уже, считай, деньги им давали взрослым, бесплатное питание было. Короче, деньги почти оставались. Вот с 50-го года до 55-го года мы там уже хорошо жили. Но я охотой занимался, брат Федя тоже охотой. У нас на зиму заготавливали рыбу, мясо, уток этих вот. В 1953 году, после смерти Иосифа Сталина, переселенцы получили право вернуться в родные места или переехать в другие уголки Советского Союза. А людям, имевшим немецкие корни, разрешалось проживать только в Якутии. Вот все эти литовцы, финны, эти эстонцы, им разрешили домой уехать. Но как где они жили? В Финляндии, там, Петрозаводске финны жили. А литовцы в Литву свою там уехали. Ну и в Ленинграде литовцы были. Все разрешили домой. А мы вот как немцы наши, там семей 8, однако, было немцев. Нам
Не разрешили. И вот родителям только это южный район Якутии. И вот кто в Бестях уехали, стали жить, вот переписывались мы с Бестяха. В Алекминске были у нас тоже родня с Ленинграда оттуда, тоже переписывались. Но сейчас поумирали уже все. Сейчас я вот один остался. Так, в середине 50-х семья Браун оказалась в Алдане. Для отца смена климата была тяжелой, и он умер через 3 недели после переезда. У Владимира и брата осталась только мама. Ну, а я тут потом школу закончил, и потом в 59 году на курсы каменщиков пошел. Ну, что, школу в 8 классов кончил, думаю, что заниматься? Надо работать. Я там-то на севере не любил сидеть, пастухом работал. Ну, и здесь пошел, курсы каменщиков закончил, пошел в строительство. И вот тут все в Алдане вот эти все двухэтажки дома, эти каменные. Больница первую мы построили тогда. Только я курсы кончил. И вот больница эта, первая двухэтажная. Мы выстроили. А потом все дома эти вот. Большие и малые объекты, жилые дома и организации. Во второй половине прошлого века строительство велось высокими темпами. Город приобретал современные очертания. Строительно-монтажному управлению Владимир Федорович отдал более 30 лет. Его трудовая биография тесно связана с историей предприятия, ликвидированного в 90-х годах. Я до 70-го года я каменщиком работал в СМУ. Я никуда не бегал, все в одной организации. Потом на шофера выучился, перешел в гараж, в этот же СМУ. Шофером работал, потом на крановщика выучился, крановщиком. Вот эти дома строили высоко. Это самоходный кран был, К-161. 20-метровая стрела, вот переезжали. Вот переезжать было целое дело с объекта на объект. Он же здоровый, 25 тонн весом. Стрела – это 20 метров, а дороги-то узенькие. Как бы никого не зацепить этой стрелой. Плохо, но ничего, приспособились. И вот я потом с 70-го года до пенсии, короче, то на машине меня садили по производственной необходимости, то на кран опять, то на экскаватор, то на бульдозер. В одной организации вот пересаживали. Меня то на одно, то по производственной необходимости. И вот я до ликвидации нашего СМУ, она ликвидировалась в 91 году. СМУ это ликвидировались. Ну, и я на пенсию ушел. Уже мне года подходили к пенсии. На пенсию. Но после пенсии еще работал. Вся сознательная жизнь Владимира Федоровича прошла в Якутии. Он никогда не думал о том, чтобы уехать обратно в Ленинград. Однако его близкие не теряли надежды вернуться туда, где остался дом. А в 56-м дядя Саша у нас, отца брат, он тоже здесь, он раньше сюда приехал, а потом мы за ним приехали. И вот он потом в 56-м году уехал туда, в Ленинград. Документы у нас были, на дом был, кирпичный дом же большой. Там корову забрали, 2 коровы были, лошадь у отца была, баранов этих забрали, но на фронт. Бумаги давали все. После фронта, мол, все получите. И вот он поехал туда в 56-м году, и мы ничего не выдали. Он потом приехал сюда, в Алдан опять. И вот рассказал такую ерунду. Ничего не выйдет. Надо было, говорит, приехать после войны сразу. А вот он говорит, а кто нас отпустил-то после войны? Сразу бы приехали, и дом бы заняли, и вам все это отдали бы, деньги бы за корову, там, за лошадь. Побывать в родном уголке Владимиру Федоровичу довелось лишь однажды. Став взрослыми, они с братом съездили в Янино. В 70-м году уже, но Федя, он старше меня на 11 лет, он-то знал там ничего, я там мельком так чуть-чуть припоминал. И вот мы с ним съездили там в Ленинград, в эту деревню. Но там уже другие хозяева жили в этом доме. Я так-то забыл, конечно, а он мне сказал, вот наш дом, говорит, все. И это, но он-то знал хорошо. И вот мы так поинтересовались, походили. А что, раз уже все занято им. Со своей супругой Владимир Федорович познакомился в 1968 году на Урале.
В Перми, где тогда проживала Анна, наш собеседник проводил отпуск. Это была взаимная любовь с первого взгляда. Несколько недель отдыха промчались быстро, и в Якутию будущие супруги приехали вдвоем. Владимира Федоровича я знаю с юности. Вот. И знаю о том, что он очень активный в свое время всегда был. И очень видный парень, потому что его черные кудри на танцах всегда сверкали. Все девушки вокруг него. Но он почему-то вот получил путевку свою, да, за хорошую работу. И вот встретил там Анну Федоровну. И ровно, как говорится, за месяц уговорил вот приехать сюда к нам на север. И вот они уже много-много лет вместе. С любимым можно и в шалаше прожить, так что все нормально. Живем он столько лет уже. И правнуков, и внуков, и правнуков все вырастили, помогали. Анна Федоровна родилась в маленьком селе в Удмуртии. Мама была на 18 лет младше отца. Историю знакомства родителей Анна Федоровна рассказывает с улыбкой. Когда они встретились, их союз казался невозможным. Она как рассказывала, по ее рассказам, что она прислуживала там семье. Он был женат, она ему прислуживала им в этой семье. Но так как он не имел, не могла ему родить детей, он стал за мамой ухаживать. Она очень боялась этого, но все-таки сдалась и вышла замуж за моего папу. И вот нарожала ему 14 детей. 14? Да, я 14-я. Но из нас было только 6, остались живы. 6. 6. Один из 6 еще умер. Когда на свет должна была появиться Анна, папа отметил 60-летие. Правда, дождаться рождения младшей дочери отцу не довелось. Но это очень трудно вспоминать. Ну, иной раз вспоминаю, конечно, маме больше пришлось трудно. Все-таки осталось 5 детей. Старшей было 10 лет, а я еще была не родившаяся. В августе папу забрали, а я родилась в сентябре. За что? Близкие не знают точного ответа на этот вопрос. О вине отца перед родиной жена и дети могли только догадываться. Глава семьи ушел из дома в ночь и исчез навсегда. Ну, что-то не то сказал. Тогда же были стукачи. Вот, не то слово. Он же был, у него же он держал мельницу забрали, но он обозленный, видимо, и сказал не то слово. Все, донесли, и ночью пришли 3. Сказали, собирайте, все, и больше она его не видела. Только в феврале месяце пришла похоронка, что умер он от сердечной недостаточности. Я видела такое. Это у сестры, по-моему, она у старшей сестры похоронка. Не похоронка, а извещение как бы. После ареста отца особенно тяжело пришлось маме. Статус жены врага народа женщина прочувствовала в полной мере. Ну, что я помню? Я начала помнить только где-то в 1 класс пошла. Но я не буду, конечно, ничего больше говорить такого, потому что я не знаю такого. Ну, как по рассказу мамы, очень было трудно ей. Преследовали ее, пихали, толкали, куда бы ни пришла. Отца Анна никогда не видела, в семейных альбомах нет его фотокарточки. Однако черты лица, привычки и жесты, по словам близких, Анна могла рассмотреть у старшего брата. Много рассказывала о папе сестра. Когда главу семьи арестовали, девочке было 10 лет. Ой, добрейший, говорит, был наш папа. Добрый. Она никогда ничего тоже плохого не говорит о нем. Но она помнит тоже смутно. 10 лет ребенку тоже. Но все-таки помнит. Обличие, говорит, его помню. Она единственная говорила, что ты и брат средний. Вот смотри, говорит, на брата. Вылитый папа. Все. Больше ничего. Никаких фотографий. У мамы есть фотографии, а их нет. Повзрослев, Анна Федоровна уехала на Урал. Сейчас думается, что ее встреча с Владимиром Федоровичем и последующий переезд в Якутию были предначертаны судьбой. В Алдане наша собеседница много лет отдала Процнабу. Север стал Анне Федоровне родным. Здесь прошла трудовая деятельность, здесь родились дети, внуки и правнуки. Супруги Браун находятся на заслуженном отдыхе, но по-прежнему принимают активное участие в общественно-культурной жизни города и района. Им всегда что-то куда-то надо было на месте, они не сидят.
Особенно папа, да кто-то вообще тоже. Он не может сидеть просто на месте. Ему надо постоянно что-то делать, куда-то ходить. Ну, мне кажется, люди того поколения, они все такие энергичные, работящие, трудолюбивые. Мудрые и добрые, готовые понять и поддержать, так об Анне Федоровне и Владимире Федоровиче говорят близкие. Истории семей, кои неразрывно связаны с историей страны, супруги стремятся максимально полно передать молодежи. По мнению детей и внуков, в сохранении памяти таится живая связь поколений.